История, язык, культура, менталитет. Мнения экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Арсений Ермолович. 23 февраля – День защитников Отечества. Праздник, доставшийся нам в наследство от Советского Союза. Белорусская армия ведет свою историю от рождения рабоче-крестьянской армии, как, впрочем, и российская. Ежегодно мы даже проводим совместное праздничное мероприятие. Но как появилась эта дата? В первую очередь ее связывают с первыми боями Красной Армии против германских войск в феврале 1918 года. Есть несколько поводов, которые использовали для обоснования даты. 23 февраля создали Красную Армию, согласно постановлению Президиума ВЦИК от 18 января 1923 года. Журнал «Военная мысль и революция» в этом же году пишет о том, что 23 февраля сформирована первая красноармейская часть, принимавшая участие в боях на северо-западном направлении. Годом позже в Вестнике появляется фотокопия декрета Ленина об организации Красной Армии от 15 января 1918 года с ложной датировкой его 23 февраля. Вроде бы все логично. Но с другой стороны, 23 февраля 1918 года под давлением Владимира Ленина Центральный комитет РСТРП принял германский ультиматум. Однако наступление вражеских войск продолжалось до подписания мирного договора 3 марта. Дата таким образом не самая однозначная, тем не менее ее утвердили. Есть еще один казус. В Беларуси, как и во многих постсоветских странах, День защитника Отечества считается мужским днем. Но действительно ли Отечество защищали только мужчины? Можно, конечно, возразить, что женским днем считается 8 марта, но у этого есть вполне понятная причина, которую, к сожалению, сегодня у нас плохо помнят. Клара Цеткин и Роза Люксембург в 1910 году на женской конференции пришли к выводу, что необходим праздник, который бы продвигал равные права для женщин. Что интересно, 8 марта по старому стилю 23 февраля. Итак, может ли День защитника Отечества быть чисто мужским праздником? Подумайте об этом, дорогие слушатели. А пока послушаем интервью с подполковником Константином Гагариным, главным редактором телекомпании ВоенТВ. Немного истории, мыслей о 23 февраля и о белорусской идентичности. Идентичность. Расскажите, пожалуйста, для начала об истории создания ВНТВ. История военного телевидения независимой Беларуси, она ведет свою летопись уже, так скажем, больше 25 лет. 15 октября 1992 года решением Совета министров Беларуси была создана военная редакция теле- и радиопередачи, она тогда так называлась. Все начиналось с 4 штатных офицеров и одной видеокамеры Panasonic, и одного служебного еще автомобиля УАЗ-469, так называемая буханка. Вот и все было наше хозяйство. Но тем не менее, в эфире выходила передача «Справы войсковые», освещавшая жизнь белорусской армии. Важным рубежом стал 1994 год у нас. Постановлением министра обороны от 15 октября была сформирована военная телерадиостудия при Гостелерадиокомпании Беларуси. Штат уже тогда вырос до 28 человек, было закуплено новое оборудование, передачи военной телерадиостудии стали регулярными. Помимо программы вышеназванной «Справы войсковые», в эфире появилась передача «Так как это было», которая освещала страницы военной истории. В январе 1995 года на смену «Справа войсковым» пришла программа «Арсенал», наша, так можно сказать, визитная карточка. В августе того же 1995 года военная телерадиостудия была переименована в Центральную телевизионную и радиовещательную студию Министерства обороны. В мае 1996 года началось производство юмористической передачи «Марсово поле». Была и такая у нас. В эфире она была вплоть до ноября 2000 года. В 2002 году, вот уже на базе Центральной телевизионной и радиовещательной студии, была создана телекомпания ВоенТВ, вот в том виде, в котором она сейчас и существует. Вот вкратце наша летопись, наша история. Как вообще работает ваша компания, по каким принципам существует и какими методами оперирует в плане получения информации и создания контента? ВоенТВ позиционируется одновременно и как средство массовой информации, и как воинское подразделение. Это вот наша такая особенность. И это подразделение, оно готово выполнить любую задачу в информационной сфере, на то мы и военная телекомпания. Работает телекомпания как редакция новостей, развивается как самостоятельный продюсерский центр. Создавая контент телевизионный, специалисты ВоенТВ активно сотрудничают с центральными телеканалами страны, приглашают для совместных проектов ведущих авторов и режиссеров
режиссеров. Продукция ВНТВ – это цикловые программы, документальные, художественно-публицистические фильмы, рекламные и социальные видеоролики, музыкальные клипы, видеосопровождение государственных, общественных мероприятий, ну и многое другое. При этом журналисты работают в самых разных жанрах, создают информационно-познавательные, аналитические сюжеты, репортажи, исторические эссе, телепортреты. Вот в активе у нас 8 побед в национальном телевизионном конкурсе «Телевершина», дипломы престижных международных фестивалей. Ну а главное, наша продукция – цикловые программы. Их у нас 3. Каждое воскресенье в основной нашей программе «Арсенал» журналисты рассказывают о национальной безопасности, строительстве вооруженных сил, истории и современной жизни армии, военной службе и людях, посвятивших свою жизнь профессии и родину защищать. В программе принимают участие военные эксперты, ученые, известные деятели культуры, искусства, специалисты из различных областей. Вот, кстати говоря, «Арсенал» включен в сетку вещания и спутникового канала «Беларусь ТВ», «Беларусь-24». С 2003 года по субботам на столичном телевидении выходит программа «Анфас». Это новости столичного гарнизона и какая-то, как правило, одна отдельная тема, которая освещается подробно со всех сторон. И с 2005 года на телеканале ОНТ в эфире проекта «Наше утро» выходит военное обозрение 2 раза в неделю. Это информационный обзор военных новостей. Пожалуй, все. А есть ли аналоги вашего СМИ в зарубежных странах, в первую очередь у наших ближайших соседей? Сегодня военная СМИ, как и в общем, наверное, армейская тематика, тематика безопасности, она на подъеме во многих странах, в том числе в соседних, по известным причинам. В России наш аналог, учитывая, конечно, масштабы соседней страны, размер армии, а также интенсивность военно-политической деятельности, так вот там наш аналог – это вещательный канал «Звезда», аффилированный с Министерством обороны Российской Федерации. Военные СМИ активно работают в телевизионном формате и в Украине. Что касается Запада, там, скажу по собственному опыту, вооруженные силы для СМИ гораздо более закрытая структура, и чтобы даже интервью записать с должностным лицом, надо договариваться очень и очень долго. Вместе с тем, работе со СМИ уделяется огромное внимание. Я в свое время проходил обучение в Академии информации и коммуникации Бундесвера, и скажу вам, что этот аспект работы с телевидением под пристальным вниманием в армиях НАТО. Подготовку по этому профилю проходят многие офицеры, не только занимающиеся непосредственно информационной работой. Вот резюмируя по этому вопросу, хочу отметить, что в отличие от стран-соседей, в Беларуси военное телевидение не только получило развитие, но и вышло на лидирующие позиции среди всех производителей телевизионной продукции. Ну а на фоне коллег из других стран мы смотримся более чем достойно, о чем нам сами же вот эти коллеги постоянно и говорят. А как планируется дальше развивать ВНТВ в зависимости от требований времени, военно-политической обстановки, ну и поручений главы государства тоже? Сразу скажу, Министерство обороны создает необходимые условия для того, чтобы ВНТВ шло в ногу со временем и, безусловно, выполняло все государственные программы. В рамках реализации государственной программы внедрения цифрового телевизионного вещания телекомпания сумела произвести переоснащение производственной базы. Это отказ от аналоговых носителей, внедрение в рабочий процесс современных цифровых технологий. Они позволили, конечно, значительно ускорить производство программ и специальных проектов, ну и, конечно же, повысить их качество. В телекомпании постоянно идет процесс внедрения технических новинок. Использование вот этих современных телевизионных технологий позволяет зрителю окунуться в атмосферу происходящих на экране событий, увидеть ситуацию с тех ракурсов, которые прежде были недоступны. Важным перспективным направлением развития телекомпании является создание на технической базе ВНТВ военного интернет-телевидения. Это абсолютно новое направление. Вот начиная с февраля текущего года мы запустили свой интернет-канал. Пока что выходим 3 раза в неделю по несколько часов, но планируем значительно увеличить время эфирного вещания. То есть создаем свой продукт, о необходимости которого совсем недавно и говорил президент нашей страны. А не назрела ли необходимость создания английской странички, либо видеоканала с английскими субтитрами, с тем, чтобы на зарубежную аудиторию поставлять объективную информацию о нашей стране и ее армии, чтобы пресекать всякого рода искажения и кривотолки? Мы изучаем этот вопрос, исследуем нашу аудиторию, которая постоянно растет, в том числе, да, и за рубежом она растет. И, да, быть может, перейдем в обозримом будущем, наверное, в среднесрочной перспективе к практической реализации идей.
А как вы считаете, возникнет ли в перспективе необходимость в отличие от 23 февраля отдать празднование Дня Вооруженных сил нашей страны, или привязка к советской историографии оправдана и надолго сохранится? Привязка, вот как вы говорите, к советской историографии, это привязка и к сугубо нашей летописи. Мы входили в состав Советского Союза и не стремимся весь этот период вдруг объявить как какой-то неправильной, токсичной дистанцией. Как и в любом историческом процессе, было и светлое, и серое, и не самое позитивное. Выпячивать негатив в советском прошлом, как делают в некоторых странах бывшего СССР, я считаю в некоторой степени мазохизмом. Наша история от такого подхода может только обеднеть. Ну и вот мы, кстати, пожалуй, единственная страна на постсоветском пространстве, где не сносились памятники, где устои общества и его ценности не удалось расшатать. Наш нравственный стержень даже не надломлен. И потому у нас не было расколов в обществе и относительно 23 февраля. Эта дата в стране была и остается поистине всенародным праздником. Исторически сложилось так, что каждый белорус, кем бы он ни был в мирной жизни, в трудную минуту готов встать на защиту своей родной земли, своей большой и малой родины. Достаточно посмотреть на Великую Отечественную войну. У нас этот праздник, он со дня своего основания символизирует единство народа в деле обороны родной земли, память о прошлом и гордость за настоящее. Вот слова признательности, поздравления в эти дни традиционно звучат в адрес тех, кто прошел фронтовыми дорогами, был примером служения Родине в послевоенный период, ратным трудом крепил мощь нашего краснознаменного белорусского военного округа, тех, кто с честью выполнил интернациональный долг в Афганистане. Разве это плохо? Вообще служить миру и защищать страну – это ответственно и почетно. Вот об этом праздник Дня защитников Отечества и Вооруженных сил. Но, кстати говоря, что касается событий 1918 года, то, кстати, и там можно увидеть победы. Стоит просто пристальнее посмотреть. Как вы думаете, армия – это больше функциональный орган или она может быть предметом национальной гордости? Если армия – это не национальная гордость, то сегодня это уже и не армия, и даже не функциональный орган. Более того, если в наши дни рассматривать армию отдельно от народа, то такая страна с такими вооруженными силами обречена. Ведь безопасность уже далеко не просто состояние защищенности от вооруженного вмешательства. Несложно заметить, что конфликтный потенциал, его сейчас стремятся закачать в государство, прежде всего через трещины в общественном сознании. Это ведет к смене идеологических ориентиров, подрыву вообще фундамента стабильности. Дальше зачастую к эскалации напряженности и даже к войне, а часто и братоубийственной войне. Это и все к тому, что если армия не предмет гордости, то она некий отвлеченный предмет. И она просто не выполнит свою функцию, потому что страну сегодня могут завоевать и без вооруженного вторжения извне. К счастью, в Беларуси это очень хорошо понимают. Вот, составляя ядро военной организации государства, национальная армия, она является фактором сдерживания от внешней агрессии и важнейшим определяющим фактором, вот, что важно, внутренней стабильности. Что, опять же, повторюсь, особенно важно сегодня, когда геополитические игроки посредством вмешательства во внутренние дела государств провоцируют внутренние вооруженные конфликты. И являясь частью народа, наша армия вызывает глубочайшее уважение всех граждан и по уровню доверия всегда занимают лидирующие позиции. А лично для вас что такое быть белорусом? Наверное, не буду оригинальным. Для меня быть белорусом – это быть собой. Чувствовать, что я люблю и любим на этой Богом данной земле. Другой вопрос, что значит соответствовать высокому званию белоруса. Это всегда, как по мне, это всегда больше отдавать, нежели ожидать взамен. Так делают мои родители по отношению ко мне. Таким и я хочу стать. Мне не хочется себя противопоставлять гражданам других стран, они не хуже и не лучше нас. Но мне хочется всегда чувствовать пульс именно своей семьи, детей, земли, родителей. Чувствовать эту интимную связь и не предавать. Идентичность. Сегодня мы поговорили с представителем белорусского военного СМИ, главным редактором телекомпании ВНТВ, подполковником Константином Гагариным. Эту передачу и полное интервью можно найти на YouTube-канале «Культурная панорама Радио Беларусь». С вами был Арсений Ермолович. До встречи через неделю. Идентичность.